вами учить слова по теме помещения. Весь объем слов будет разделен на 3 части. Одна часть – один урок. В каждой части мы будем рассматривать слова, которые образуются по единой формуле. И понять эту формулу нам помогут подсказки. Итак, приступаем. Итак, как я говорила ранее, сегодня мы изучаем слова по теме помещения, часть 1. Давайте посмотрим слова, которые будем разбирать. Ас – еда, асхана – столовая. Обратите внимание, что в слове ас – еда и асхана – столовая одинаковый корень ас. Что нам это дает? Читаем подсказку. В казахском языке почти все слова, которые заканчиваются на хана, обозначают помещение, в котором занимаются тем, что написано в первой части слова перед хана. Например, чай – хана. Убираем хана, остается чай. То есть чайхана – это помещение, где люди пьют чай. Или асхана. Убираем хана, получается ас – еда. То есть асхана – это помещение, где люди едят еду ас. Легко, правда, запомнить? Давайте попробуем самостоятельно разобрать. Например, даре – лекарство. Если мы к слову даре добавим хана, то это получится помещение, где много лекарств, то есть аптека. Даре хана – аптека. Следующее слово – ауру – больной, болезнь, недуг. Если мы к слову ауру добавим хана, то получим помещение, где много больных. Это, правильно, больница. То есть ауру хана – это больница. Следующее слово – дамде. Дамде переводится «вкусный». Место, помещение, где много вкусного – это кафе. То есть дамде хана – это кафе. Следующее слово – почта переводится как почта. То есть, практически не переводится. Мы знаем, что в казахском языке нет буквы Ч, поэтому она заменяется на букву Ш. Получается пошта. Театр не переводится. Театр есть театр. Далее, также слова не переводятся, такие как базар и банк. А теперь включаем визуализацию и представляем следующую картинку. Глава городской администрации инспектирует новые здания после сдачи их в эксплуатацию. Первым делом комиссия зашла в столовую. В этом помещении готовили еду. Следом за ними зашел пастух и попросил работников столовой положить ему еду в контрабас. Смотрим, что у нас выделено. Пастух, еду, контрабас. В слове пастух ас, еду, в слове контрабас тоже ас. Ас, еду, ас. А в словарике у нас было ас, еда. Запоминаем либо пастух, либо контрабас. Это будет еда. Если мы к слову ас добавим хана, то получим помещение, в котором готовят еду. Асхана. Асхана – столовая. Вот смотрим. На картинке изображена еда. Вспоминаем, как будет еда. Правильно, ас – еда. Пастух – контрабас. А это помещение, в котором готовят еду, столовая. И будет она называться на казахском, правильно, асхана. Асхана – столовая. Идем дальше. Следующее место проверки была аптека. В ней продавали лекарства, которое дарило здоровье людям. Выделено лекарство и выделено дари. Лекарство, дари. В словаре у нас дари – лекарство. То есть
То, что дарит здоровье, это лекарство. Если мы добавим хана, получается дари хана – аптека. Дари хана – аптека. Вот лекарство, и на казахском оно будет звучать как? Правильно, дари. Дари – лекарство. А это аптека, место, где продают лекарства. И будет оно звучать правильно. Дари хана – аптека. Следующее. В больнице комиссия увидела больных, ауру которых похитили привидения, а гуру сидел в позе лотоса и чистил ауру каждого больного от болезни и недуга. Какие слова у нас выделены? Больных, ауру, здесь агуру, да? Ауру. И болезнь больного недуга. То есть запоминаем, что аура у больного всегда грязная и чистит ее гуру. Ауру больной, болезнь, недуг. Ауру, извините, ауру, конечно. Ауру хана – это место, где много больных, то есть это больница. Ауру хана – больница. Вот лежит больной человек, и будет он звучать на казахском у нас как ауру. Ауру – больной, болезнь, недуг. А место, где лечат больных, это у нас ауру хана. Ауру хана – больница. Следующие слова. Через дорогу стояло кафе в платье с пышными юбками и с высокими прическами на головах. Дамы делали вкусную еду, сервировали ее и подавали гостям. Выделено, что у нас дам в слове дамы, где в слове делали и вкусную. То есть вкусную еду делают дамы. Дам, где вкусную. И в словаре у нас дамды, дамды вкусный. Дамды хана, если добавляем хана, получается место, где готовят вкусную еду, это кафе. Ой, как вкусно, прям пальчики оближешь. И это будет у нас дамде, вкусный. А это у нас кафе, место, где подают вкусную еду. Дамде хана. Совершенно верно. Теперь повторим, что почта на казахском будет пошта, потому что буквы Ч нет в казахском языке. Пошта, почта. Это у нас театр. Он не переводится. Театр – это театр. А это у нас базар. Тоже интернациональное слово. И банк. Банк на всех языках. Банк. Теперь давайте повторим выученные слова. Ас – еда. Вспоминаем. Пастух пришел в столовую и попросил, чтобы ему в контрабас положили еду. Ас – еда. Асхана – столовая. Это помещение, где едят еду или готовят еду. То есть ас добавляем хана. Асхана – столовая. Даре – лекарство. Лекарство дарит здоровье людям. Даре – лекарство. И место, помещение, где много этого лекарства, даре хана – аптека. Тоже образуется при помощи добавления хана. Дальше. Ауру – больной, болезнь, недуг. Вспоминаем, что в больнице полно больных с плохой аурой, либо ауру украли привидения. Ауру хана – больница. Дамде – вкусный. Дамы делали еду в красивых пышных юбках с высокими прическами, нарядные. И делают это они, конечно, в помещении,
где подают эту вкусную еду. Дамде хана, кафе. Ну и такие простые слова еще раз повторим, что почта, почта, театр, театр, базар, базар и банк, банк. На этом наш урок закончен. Не забывайте подписываться на канал. Спасибо за просмотр. Пока!